лет с момента учреждения Академии наук. Академия прошла очень длинный, большой, содержательный и не всегда легкий путь. На протяжении этих 30 лет руководству Академии, в частности, Гермогену Филипповичу Крымскому, Игорю Иннокентьевичу Колодезникову, пришлось выдержать не только приятные моменты, но и пришлось бороться зачастую с ретроградами, которые пытались помешать работе Академии. Им пришлось выполнять не только функции крупных выдающихся ученых, исследующих космос, исследующих процессы подземные, которыми природа иногда нас, мягко говоря, оплеухами награждает за наше не совсем корректное поведение по отношению к ней. Как я уже когда-то говорил, вот эта позиция царя природы иногда приводит к довольно тяжелым последствиям. Но президенты Академии, Гермоген Филиппович Крымский, Игорь Иннокентьевич Колодезников с честью выдержали это испытание. Они были не только крупными и выдающимися учеными, которые внесли вклад, но они были еще и дипломатами, которые сумели сохранить Академию и привести ее к тому пику, на котором сегодня она находится. Кроме них и среди тех людей, которые были в самом начале пути Академии, есть люди, которые занимались изучением души, духа, языка. То есть они помогали нам сохранить те навыки, которые приобрело человечество в процессе своего развития. Ну, во-первых, я хотел бы упомянуть Петра Алексеевича Слепцова. Мне посчастливилось и быть его соседом, там, где мы жили, и Бурцева Анатолия Алексеевича. Кроме этого, Гоголева Анатолия Игнатьевича. Это люди, которые создали энциклопедическую часть академической науки. Это и словари, это энциклопедии, это подведение итогов борьбы духа с теми проблемами, с которыми сталкивается человечество. Были среди первых учредителей Академии, первых действительных членов Академии такие люди, которые занимались естественными науками. Ну, прежде всего, это Никита Гаврилович Соломонов, это Виктор Леонтьевич Яковлев, который, к сожалению, сейчас не живет в Якутии. Это Кривошапкин Вадим Григорьевич, человек, который создавал Институт здоровья, и Кершенгольц Борис Моисеевич. Ну, а последнему мы вообще обязаны созданием довольно серьезных БАДов, которые помогли нам справиться с чумой последнего, наверное, трехлетия, то есть COVID-19. Они создали препараты, которые помогли нам выйти из этой тупиковой ситуации и которые признаны не только у нас в Якутии, но и на территории всей России. Этим людям мы благодарны за то, что Академия сегодня существует, что она получила огромный импульс своему развитию, и за то, что она позволяет нам жить лучше, красивей, иногда более духовно богатыми. Знаете, вот мне пришлось сталкиваться с этими людьми в быту, в науке, в общественной деятельности. И я могу на сегодня сказать, что трудно, наверное, выделить моменты, в которые были бы, наверное, отличными от того приятного и очень содержательного времяпрепровождения, которое связывало меня с ними. То есть я могу, например, однозначно сказать, что это были принципиальные люди, люди, которые никогда не отступали перед трудностями, люди, которые занимали объективную, научно обоснованную позицию. Я пришла в Академию наук по приглашению Леонида Михайловича Парфенова, вице-президент, там он был в то время. Я начала свою работу с того, что он меня принял на работу секретаря Объединенного ученого совета по наукам о Земле. Но так получилось, что я в течение 25 лет выполняла обязанности секретаря президиума при Василии Васильевиче Филиппове и Гермогене Филипповиче Крымском, Игоре Иннокентьевиче Колодезникове. Но после того, как я появилась в Академии, я оказалась в сомне, в ауре этих действительно великих людей, о которых много говорить даже не приходится, их знает вся республика.
Это время было создание академии. Они все, такая атмосфера была в академии, энтузиазм. Они все чувствовали, что создают что-то новое, прекрасное. И вот одним из таких лидеров вот Леонид Михайлович Парфенов был. Вот мы к 30-летию академии подготовили буклет. И здесь на первой странице представлен указ президента, где включены вот эти все наши, как мы называем, первый состав академии. Вот какую бы фамилию ни взяли, это совершенно яркая личность, большой ученый. Одним из лидеров того времени вот был Леонид Михайлович Парфенов. Он был первым вице-президентом академии наряду с Василием Николаевичем Ивановым. Они разделяли свои функции. Леонид Михайлович Парфенов, прежде всего, это, конечно, большой ученый. Ученый мирового масштаба или как уровня, мирового уровня. Он с московским классическим образованием Московского университета к нам приехал с академическим стажем работы в академических учреждениях, в Сибирском отделении, в Хабаровске. И он вот привнес очень много, я думаю, в устав, все основополагающие документы, в ту же Организацию Объединенных Ученых Советов. Вот он привнес эту академичность, я считаю. Он здесь создал научную школу тектонистов. Это очень сложное и серьезное направление в геологии. Создал школу вот, тектонистов, которая продолжает работать. В эту школу, учениками этой школы можно назвать Валерия Сулеймановича Имаева, Александра Павловича Смелова и Валерия Юрьевича Федовского. Он здесь как раз, находясь, будучи помощником президента, он всегда был под влиянием Леонида Михайловича. Леонид Михайлович при всей своей занятости, вот он находил время и читал лекции в Якутском университете. Я думаю, что студенты, которые прослушали курс лекций профессора Леонида Михайловича, они должны помнить об этом, потому что это были уникальные, глубокие лекции. Я очень рада, что вот Леониду Михайловичу удалось создать вот эту серьезную книгу. Это классическая работа. Вот это я считаю, что он, как мы говорили, в шутку, не в шутку, что это вот памятник своей научной деятельности. Леонид Михайлович, кроме того, что он был большим ученым, надо сказать, каким он был человеком. Это всегда был готов помочь, открытый всегда был ученикам. Ну и в то же время я еще хочу подчеркнуть, насколько вот это был человек с таким иконописным лицом, благородство его не только вот в работе, но и внешне это было. Мы у него спрашивали: Леонид Михайлович, у вас, наверное, какие-то дворянские корни. Он говорил: нет, из Владимирской губернии, из крестьянской семьи. Мария Кузьминична Гаврилова была главным ученым секретарем, первым главным ученым секретарем. И это тоже было, конечно, в Академии наук, что она стала главным ученым секретарем. Это был один из кладов Академии, что именно она оказалась в такое вот в нужное время, в нужный час. Мария Кузьминична – это, конечно, совершенно уникальная личность, представитель якутской интеллигенции, с совершенно такими глубокими энциклопедическими знаниями, с прекрасной памятью. Ее грамотность была, конечно, вне сомнений и вне конкуренции. Я вспоминаю, что газета «Республика Саха» как-то объявила конкурс, кто найдет какие-то грамматические оплошности на страницах этой газеты. Ну, сомнений нет. Этот конкурс выиграла Мария Кузьминична, и приз, картина, она в течение многих лет вот украшала нашу комнату. Я хотела сказать, что когда мы говорим о Марии Кузьминичне, мы не можем не вспомнить Василия Афанасьевича Босикова. Это было такое содружество двух личностей. Василий Афанасьевич, он в течение многих лет руководил культурой республики. И в конце вот создал школу музыки, которые созданы, которые с такими результатами, мы знаем высокие результаты учеников этой школы. Вот это было такое содружество. Мы, конечно, у них бывали и дома, и когда я говорю, что картина, вот приз газеты, то если говорить о том, какая у них коллекция была, мы ходили к ним вот смотреть, они знакомили, были открыты.
смотрели вот эту коллекцию картин художественных. У него, конечно, много было друзей. Вот, было очень интересно с ними общаться и в домашней обстановке. У Василия Афанасьевича был такой громадный деревянный стол из деревни. И он нас усаживал за этот стол всегда угощение, там вот на якутской манере, вот все изысканно и все интересно было. Уникальная книга Марии Кузьминичны Гавриловой, за что она получила медаль Литки, очень высокую награду географического общества страны. Я еще хотела сказать, что Мария Кузьминична была уникальным лектором. Вот ее дикция, ее голос были неповторимы. Ну, когда мы говорим о Марии Кузьминичне, что она представитель якутской интеллигенции, мы вспоминаем, конечно, ее отца, Кузьму Осиповича Гаврилова, первого экономиста, создателя вот объединения «Холбос». Вот это одно слово такое прекрасное. Вот я думаю, что вот уровень его образованности, вот все это продиктовал, вот нашел такое слово «Холбос». Прекрасное слово. Мария Кузьминична успела в свое время тоже вот запечатлеть, увековечить в своей книге. Вот ее глубокие знания об интеллигенции, о знаковых исторических личностях того периода, она запечатлела вот в этой книге. Я думаю, что не только биография, а вот здесь биография, история того периода становления советской власти, свидетелем которых была и она, и ее отец. Вот эти воспоминания в ней сохранялись, и она все это запечатлела.